Первый день масочного режима в Якутии. Ситуация по COVID-19 в регионе. Методика распределения средств на тушение лесных пожаров будет пересмотрена. Владимир Путин сделал поручение по предложению главы Якутии. 9-й день после Пасхи. Православные россияне поминают усопших. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Работников Чуюндинского месторождения начнут вывозить из Якутии в ближайшие дни. О соответствующей договоренности с «Газпром» сообщил глава республики Айсан Николаев. На месторождении расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций «Газпрома», где размещено более 10 тысяч человек. В настоящее время 56 человек находятся в больницах Якутии, еще 39 работников ранее вывезли на лечение в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. Глава Якутии также добавил, что по поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой 30 апреля МЧС начнет разворачивать на территории месторождения мобильный госпиталь. Ситуация на месторождении напряженная, поскольку ряд бригад, закончивших работу, не могут выехать. Разделение на инфицированных и здоровых еще не завершено. По словам Айсена Николаева, на месторождение вылетают руководители подрядных организаций, которые на месте будут решать вопросы с людьми по условиям их пребывания и дальнейшего отъезда. 7 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Якутии за сутки. Из них 6 в Якутске, 1 случай в Ангалатском районе, который подтвердился у одного из работников районной больницы. В столице все новые выявленные случаи у лиц, контактировавших с ранее заболевшими. Обстановка остается напряженной, и на настоящий момент вместе непосредственно с теми заболевшими, которые у нас находятся, и вообще с теми, кто является заболевшими на Чуюндинском месторождении, по данным Роспотребнадзора зафиксировано 166 заболевших. В наших инфекционных отделениях и под амбулаторным наблюдением республиканских больниц находится 126 пациентов. Сегодня у нас начались большие выписки. И я думаю, что впереди, наверное, в ближайшие 5-6 дней у нас достаточно большие выписки пройдут, потому что в целом необходимо обратить внимание, что то лечение, которое осуществляют наши медицинские организации, оно является достаточно эффективным. Из республиканской клинической больницы выписался еще один пациент, переболевший коронавирусом. Матрена Яковлева из Горного Улуса 4 апреля приехала из Санкт-Петербурга после плановой операции на ноге. Ее сопровождал супруг. По прилете находились в режиме самоизоляции. Анализы у пары показали предварительно положительный анализ на COVID-19. Их сразу же привезли в инфекционное отделение в Якутск. У Матрены Яковлевны 2 раза анализы показали отрицательные результаты. На 16-й день она выписалась. На сегодня 25 пациентов Якутии полностью излечились от коронавируса. Здравствуйте. Тяжелых больных нету, средней степени тяжести в основном. И к концу этой недели пойдет выписка около 7 человек будет. Если анализы у них будут отрицательные, мы ждем 2 отрицательных анализа на ПЦР. И 2 отрицательных анализа, и сразу мы их выписываем. В одну смену работает у нас 5 врачей на дневную, а в ночное время 3. Сегодня будет 3 врачей. Медицинские работники в Якутии, которые трудятся в условиях распространения COVID-19, начали получать дополнительные выплаты. Врачи – 66 тысяч рублей, средний медперсонал – 40, младший и прочий персонал – по 20 тысяч рублей. Выплаты получают за фактически отработанное время. За март региональную доплату получили 700 человек. Также установленные федеральные выплаты, их выдали 550 медработникам. Кроме того, начиная с апреля начнут выплачивать дополнительные стимулирующие вознаграждения, установленные президентом России Владимиром Путиным. Их произведут в мае с учетом работы за апрель. Выплата, которая установлена 484-м постановлением последним, который объявил президент страны, она у нас будет выплачиваться начиная с апреля месяца и будет
осуществляться в течение 3 месяцев. У нас стимулирующие выплаты федеральные будут освобождены от подоходного налога, так как соответствующие изменения уже внесены в налоговый кодекс. И сейчас правительством Республики Саха-Якутия совместно с Федерацией профсоюзов ведется работа о том, чтобы освободить от удержания начислений профсоюзных взносов данные стимулирующие выплаты. По предложению главы Якутии Владимир Путин поручил пересмотреть методику распределения средств на тушение лесных пожаров. Выступая на совещании о ситуации с паводками и пожарами, проведенном Путиным в режиме видеоконференции, Айсен Николаев обратил внимание на диспропорцию финансирования многолесных и особо горимых регионов на тушение лесных пожаров. У меня вопрос, Владимир Владимирович, по пожарам. Я здесь хотел бы сказать, что вот все-таки эта диспропорция, которая сегодня существует в финансировании многолесных и особо горимых субъектов Российской Федерации, надо как-то преодолевать. В среднем по России получается, что на 1 гектар выделяется из федерального бюджета 199 рублей по лесам. По Красноярску 8 рублей гектар, как вот Александр Ильич сказал. У нас 6 рублей 90 копеек. Конечно, после этого мы с Александром Ильичем при нашей огромной территории и при тех ресурсах, которые у нас имеются, как бы наши пожарники совместно с МЧС мужественно не действовали, все-таки пожаров у нас много. А вот увеличение финансирования позволило бы нам оперативно на них реагировать. В прошлом году даже то, что благодаря вашему решению позапрошлого года на финансирование чуть увеличили, позволили нам, при том, что количество пожаров из-за сухих гроз увеличилось в 3 раза, мы площадь, пройденную пожаром, всего лишь на 20% увеличилась. Потому что мы смогли уже большинство пожаров уже тушить в первые сутки. Второй вопрос, он связан вот с первым. У нас, Владимир Владимирович, был организован филиал авиалесоохраны федерального бюджетного учреждения. Когда он создавался, предписывалось, что будет 200 человек нормативной численности. В силу разных причин, к сожалению, пока только 65 специалистов. Мы бы хотели, чтобы довели до норматива 200 человек, как это заранее предусматривалось. Иномарка опрокинулась в Амгинском районе, есть пострадавшие. 30-летняя автоледи за рулем Toyota Corona Premium не справилась с управлением. В результате ДТП женщина получила компрессионный перелом позвоночника и госпитализирована в больницу. 2 пассажира получили ушибы и обратились за разовой медицинской помощью. Как рассказали участники инцидента, они следовали по личным делам из села Чепчелган в село Покровка. Увидев, что на дороге выставлен пост, автомобилистка резко развернула автомашину, в результате чего произошло ДТП. Отмечается, что водитель не имеет права на управление транспортным средством. Автомобиль является ее собственностью. В этой связи составлен соответствующий протокол. Также решается вопрос об оформлении протокола за нарушение режима самоизоляции во время карантина, объявленного в республике. Проводится проверка. На 2-ю неделю после Пасхи православные христиане традиционно отмечают Радоницу. В этот день верующие поминают усопших и разделяют с ними радость воскресения Христова. Как проходит Радоница в условиях борьбы с коронавирусом в Нерюнгри, знает Сергей Козюра. Само слово «радоница» или «радуница» восходит к греческому и означает «розовый куст». Согласно точному переводу, радоница – это молитва за умерших с плачем и причитанием. В этот день верующие посещают церкви или молятся за усопших дома. В нашем храме службы совершаются как положено, с всеми необходимыми мерами. То есть расстояние между прихожанами 1,5 метра. Обязательно все прихожане должны быть в маске. Естественно, в связи со сложной ситуацией, которая сейчас есть, мы не совершаем службы на кладбище в этот день, лишь только молимся в храме. Сегодня нерюнгринцы воздерживаются от посещения кладбища, где обычно убирают могилки. На них принято оставлять что-то со своего пасхального стола, например, кулич или яйцо. Каждая православная семья сегодня вспоминает своих усопших родственников, молятся за них. Ведь христиане верят, что с земной кончиной не заканчивается путь души человека. Возможность вспомнить людей близких, не очень близких, тех, кого уже нет с нами. Каждый день не удается нам вспоминать. Но вот сегодня такой день, когда мы отдаем дань памяти этим людям. Чтить своих близких, родных. Каждый год и ходим на пасхальные праздники, вербное воскресенье.
также приходим чтить своих, ставим свечки, читаем молитвы за своих усопших родителей, братьев, сестер. Несмотря на то, что в этом году нельзя поехать на кладбище и властями не разрешается, мы помним их дома. Мы вспоминаем, достаем фотографии, пересматриваем, а также это всегда поминальный стол. В молитве и добрых делах, совершенных во имя усопших, а для этого вовсе не обязательно куда-то идти во время карантина. Совершить литию или прочитать канон по усопшим и сделать небольшое пожертвование можно, находясь дома. Да и отказ от выхода на улицу в сложившейся ситуации – это тоже во многом акт добродетели. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Нирингри. На официальном сайте Московского патриархата опубликован пасхальный чин поминовения. Он довольно объемный, его рекомендуют не читать, а петь. Тем, кто не воцерковлен или не привык ежедневно совершать правила по молитослову, священник рекомендует трижды пропеть пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых», а затем произнести молитву «Упокой, Господи, душу усопших рабов Твоих» и далее перечислить имена. Поскольку, в принципе, ограниченное массовое скопление людей, то вряд ли будут проводиться какие-то крупные мероприятия. Практически все храмы имеют странички в социальных сетях. И священники многие имеют странички в социальных сетях. И там многие просто просят желающих направлять свои имена своих близких, чтобы за них помолились. И вот в храмах-то молитва продолжает идти. Да, значит, без вашего присутствия тоже помолиться. В Якутске продолжается строительство сквера с памятником землеустройству Якутии. Проект строительства, приуроченный к 250-летию землеустройства в регионе, получил положительное заключение о проверке сметной стоимости строительства. На сегодняшний день проект включен в перечень объектов по государственной программе формирования комфортной городской среды. Концепция проекта основана на орнаментах традиционных ремесел народа Саха в виде нарезных узоров, несущих определенную смысловую характеристику. Памятник будет выполнен в виде барельефа из металла, выставленного в раму каркас, обшитого алюминиевыми листами. Главы российских регионов в ходе совещания Ассоциации инновационных регионов России поздравили якутян с Днем Республики. Глава региона Айсен Николаев также принял участие в совещании и принял поздравления. Жители республики поздравил президент Татарстана. Также к поздравлениям присоединились губернаторы Алтайского края, Томской области, губернатор Новгородской области и другие руководители регионов. Во время прямого эфира в Инстаграм, посвященному Дню Республики, Айсен Николаев вышел на связь с первым президентом Якутии Михаилом Николаевым и временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым. Отметим, что главы регионов впервые встретились в таком формате. Эфир посмотрели 16 тысяч человек. Сегодня говорят, мир изменится. Но как изменится, никто не может сказать. В тяжелейших условиях такой громадной территории, такой разбросанности населения сумеет удерживать людей. Именно уважительное отношение к нашим руководителям и прежде всего к главе республики население сплачивается, население слушает слова Айсена Сергеевича, который ежедневно обращается ради нас, ради нашего будущего. И мы обязаны выполнять его обращение, взять его слова в действие. Это прежде всего относится к нам. Зоопарк американского города Колумбус выложил в интернет видеозапись, на которой стая розовых фламинго впервые в этом году выходит на улицу. Подробности у Татьяны Гамозовой. Зоопарк города Колумбус в штате Огайо, как и все остальные подобные места, закрыт для посетителей из-за пандемии коронавируса. Сотрудникам приходится прилагать много усилий, чтобы продемонстрировать жизнь зверинца сидящим по домам потенциальным посетителям. Очередное драматическое видео, которое зоопарк выложил в интернет, показывает, как на пустующую лужайку впервые в этом году выпустили стаю розовых фламинго. Птицы за зиму устали сидеть под крышей и выглядели совершенно счастливыми.
Жители Огайо обязаны соблюдать режим домашней самоизоляции по меньшей мере до 1 мая. Впрочем, губернатор Майк Дивайн еще в середине апреля заявлял, что постепенно штат возобновит нормальную деятельность. Зоопарк Колумбуса считается одним из лучших в Соединенных Штатах. В нем живут около 7 тысяч представителей 800 видов. До эпидемии его каждый год посещали более 2 миллионов человек. Оставайтесь с нами, еще больше информации на наших сайтах.